По данным китайского информационного агентства Синьхуа, 23 января Центральное управление пропаганды Китая выпустило новую книгу в белой обложке под названием «Правовая система Китая по борьбе с терроризмом и ее правоприменение». В книге говорится, что в целях узаконивания систематического преступления геноцида, совершенного китайским режимом в Восточном Туркестане, он действует в соответствии с центральным правительством и с так называемым ведением борьбы с терроризмом согласно закону защиты законных прав и интересов граждан и организаций, запретом любых дискриминационных методов, основанных на региональной этнической принадлежности, религии и так далее. В книге также содержатся ложные факты о том, что прилагаются максимальные усилия для эффективного предотвращения и распространения терроризма в субъектах максимального обеспечения жизни, здоровья и прав собственности граждан, поддержания социальной стабильности. Недавно сообщалось, что китайское правительство продолжает угрожать уйгурским и казахским свидетелям геноцида уйгуров. Эти угрозы рассматриваются как часть трансграничных преследований уйгуров и китайских диссидентов, проживающих в США. В январе 2024 года в ответ на эту ситуацию Федеральное бюро расследований США выпустило специальное руководство по коммуникациям, в котором описываются способы защиты от трансграничных преследований. Адвокат Райхан Асад, присутствовавшая на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщила о предстоящем обсуждении на встрече по поводу Китая и протекционных мер, которые могут быть приняты. Райхан Асад заявила: «Недопустимо, чтобы члены нашей этнической семьи подвергались наказанию в Китае за наши действия в Америке или за рубежом. Срочно необходимо принять специальное и эффективное законодательство, чтобы не допустить применения Китаем трансграничного давления», заявила она. Дело о мошенничестве на сумму 1 миллиард 700 миллионов евро рассматривалось в Италии, и по этому делу были арестованы 64 гражданина Китая. Итальянская полиция раскрыла дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 1 миллиард 700 миллионов евро, сообщает 25 января Международное радио Франции. Среди 85 подозреваемых 64 гражданина Китая, которым предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег через незаконную банковскую систему Китая. Руководство Китая объявило, что британский бизнесмен был приговорен к 5 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в 2022 году. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Виньбинь на своей ежедневной пресс-конференции ответил на вопрос о британском бизнесмене. Гражданин Великобритании Ян Стоун в 2022 году был обвинен в предоставлении разведданных иностранным державам и был приговорен к 5 годам тюремного заключения за шпионаж. Предполагается, что Канада снимет эмбарго с Анкары после того, как Швеция завершит процесс утверждения членства в НАТО. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на 2 дипломатических источника, Турция и Канада достигли соглашения в январе после нескольких месяцев переговоров. Соответственно, Турция пообещала большую прозрачность в отношении того, где будут использоваться детали беспилотных летательных аппаратов, импортируемых из Канады. По данным НАСА, результаты, собранные роботизированным марсоходом, подтверждают гипотезу ученых о том, что некоторые части Марса были когда-то покрыты водой и, возможно, содержали микробную жизнь. В течение многих лет ученые отмечали, что определенная часть планеты была заполнена водой в далеком прошлом.